Оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидемиологической обстановке в регионе на 9 октября. Ольга Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 107 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них на город Якутск приходится 70 случаев. В Амгинском и Мирнинском районе по 5 случаев. В Алданском, Хангаласском и Чурапчинском по 4 случая. Зарегистрированы также единичные случаи в ряде районов республики. Органами управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения через учреждения, больницы выявляются все ближайшие контакты и изолируются для того, чтобы непосредственно не дать распространения коронавирусной инфекции. Оценивая сегодня состояние по санитарно-эпидемиологическому благополучию в республике, необходимо обратить внимание на то, что вновь тенденция связана с тем, что большинство заболевших находится в столице нашей Родины. Опять же, Родины, малой Родины, в городе Якутске. Опять же, необходимо обратить внимание на тот момент, что все контакты, которые у нас сегодня есть, они в основном носят корпоративный характер. Поэтому оперативный штаб еще раз обращается к руководителям учреждений, которые работают на территории республики. Как можно больше принимайте мер, как направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия, также и на направление людей на удаленный режим работы. Потому что именно такой порядок лишь только позволит нам сегодня всеми совместными усилиями избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрирован 1 летальный случай. Но необходимо обратить внимание, что у нас достаточно высокий процент больных находится сегодня в тяжелом состоянии, и в том числе на койках, которых в республике достаточно, с аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородной поддержки. Так же, как и всем больным, мы желаем им выздоровления. Всем, кто сегодня непосредственно живет в нашей республике, очень важно понять, и об этом говорит глава республики постоянно, что мы можем победить эту болезнь только все вместе, как путем соблюдения санитарных норм, так и организацией непосредственно обеспечения этих санитарных норм со стороны руководителей, со стороны глав муниципальных образований, каждый на своем рабочем месте. Сегодня лабораториями республики обработано в целом за весь этот период уже больше 517 тысяч тестов. Это действительно одно из самых высоких тестирований на территории вообще страны. В сутки лаборатории работают и делают и за последние сутки 5000 тестов. Нужно обратить внимание на то, что были определенные сложности, и поступали в том числе и жалобы в социальные сети о задержке непосредственно результата. Я думаю, что при такой нагрузке наши 14 лабораторий, они будут справляться, и мы соответственно, примем все меры для того, чтобы, безусловно, как можно быстрее выдавать результат. Но необходимо обратить внимание на то, что сегодня базовая задача, которую ставит глава, и сегодня непосредственно это ответственность, в том числе и муниципалитетов, это привлечение к ответственности и ответственность каждого, кто находится на своем месте. Так, муниципалитетами сегодня усилена работа административных комиссий. В городе Якутске за прошедшие 2 суток была приостановлена работа порядка 10 автобусных маршрутов, там, где выявились нарушения именно масочного режима. Также непосредственно в ряде муниципалитетов штрафуются учреждения не только торговли, но и учреждения, в том числе, которые допустили, например, нарушения. Так, нарушение у нас допустило буквально на прошлой неделе одно из управлений социальной защиты на территории нашей республики, тогда, когда не обеспечило соответствующие безопасные условия нахождения людей при приеме. Соответствующие меры приняты. И мы всегда рады тем непосредственно обращениям граждан, которые нам пишут о том, что есть какие-либо недоработки. Таким образом, мы совместно разрешаем эти ситуации. Кроме того, по административной комиссии, в том числе города Якутска,
За эти 2 последних дня отработали уже повторные нарушения, и относительно ряда торговых организаций города Якутска подано обращение в суд о приостановлении их деятельности. Не хотелось бы нам этого допускать. И это мы можем сделать только все вместе, для того, чтобы приостанавливать чью-то работу, в том числе по решению суда. Но нормы санитарные мы обязаны соблюдать. Тогда и выявленных случаев будет намного меньше. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. Школьники переходят на дистанционное обучение. Комментарий министра здравоохранения Якутии в этом выпуске. Глава Якутии встретился с директором Союза молодых